На неделе в ряде федеральных СМИ вышла информация о регионах страны, которые не готовы к пожароопасному сезону этого года. В числе отличившихся оказалась и Якутия. Как же так получилось и действительно ли республика не готова к сезону лесных пожаров, выяснял Виталий Абрамов. На этот час в республике действует 2 лесных пожара, а огонь распространился на 3,5 гектар. На ликвидации огненной стихии задействовано порядка 100 человек. За последние сутки огнеборцы ликвидировали 3 пожара, в том числе и пожар, возникший вчера в районе птицефабрики города Якутска, дым от которого взбудоражил жителей столицы. Вчера было очень ветрено, ветер достигал порывами до 18 метров в секунду. Пожар расходился и иногда переходил в верховой пожар. Поэтому было принято решение, что пожар опахать чуть пошире. И до сегодняшнего дня мы проводим отжиг от Минполоса. Но на сегодняшний день пожар находится в стадии локализации. Сейчас мы доведем отжиг, что у нас осталось еще. Вовремя принятые меры и быстрая переброска сил позволила в кратчайшие сроки усмирить стихию. Более 50 человек в течение суток, опахивая лесную подстилку и работая ранцевыми огнетушителями, локализовали пожар на площади 39 гектар и к 5 вечера полностью ликвидировали его. Среди безымянных героев и Николай Слепцов, проработавший в лесном хозяйстве 13 лет. Ну, команда у меня хорошая. Некоторые парни прошли сегодня свое боевое крещение и показали себя достойно. Благо, молодежь идет, несмотря на то, что зарплата 13 тысяч рублей. Таким образом, с начала сезона в Якутии зарегистрировано 39 лесных пожаров, и все они по вине человека. Органами дознания на сегодня выявлено 5 виновников, 2 уже привлечены к ответственности, по остальным еще ведется следствие. Один из последних случаев произошел в Кобяйском районе, где несовершеннолетние, поехав на рыбалку, спалили лес и несколько строений. В 8 километрах от поселка Сангар, где малолетний, находясь с друзьями в одном из заброшенных домов по неосторожности, играя со спичками, допустил пожар с последующим распространением на другие заброшенные дома. В результате пожара повреждены 4 заброшенных дома и надворные постройки на общей площади 300 квадратных метров. Также лесной массив на площади 5 гектар. К сожалению, выявлять виновных лиц очень сложно, признаются специалисты. А штрафные санкции – ничто по сравнению с причиняемым ущербом и расходами на тушение. Мы на тушение именно 37 пожаров потратили чуть более 8 миллионов рублей. Средства выделяются посредством субвенций. Да. В этом году у нас с федерального бюджета выделено 411 миллионов рублей. В том числе на тушение и мониторинг лесных пожаров, надо сказать, 71,5 миллионов рублей. То есть этих средств катастрофически не хватает. В этом и заключается суть проблемы, из-за которого республика попадает в черные списки Рослесхоза. В идеале на противопожарные мероприятия в Якутии необходимо привлечение порядка 3 миллиардов рублей. Как видите, разница колоссальна. А все в том, что федеральные деньги распределяются не исходя из площади региона, а исходят по числу проживающего населения. Исходя из нашей территории 254 миллиона гектар, стоят, конечно же, огромные цифры по тем показателям, которые нам необходимо делать. То есть запланировано мы на самом деле должны делать, но из-за нехватки средств мы эти мероприятия не производим. Но ситуация должна хоть немного улучшиться с изменением методики распределения субвенций, которая должна быть принята этой осенью. В новой редакции должны будут учитываться территориальные охваты регионов и плюс ко всему для дальневосточников применяться повышающие коэффициенты. А до этого мы априори будем не готовы, несмотря на то, что последние возникающие пожары ликвидируются в течение 3 суток с момента обнаружения. Виталий Абрамов, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.